белой форме. Команды приглашаются для фотографирования. И, ребята, к вам большая просьба. Подойдите, пожалуйста, ближе к линии бровки, чтобы фотокорреспондент не выходил на поле. Уважаемые болельщики, нам очень приятно, что вы приходите на стадион и поддерживаете наши команды, но разрешите напомнить вам основные правила поведения при проведении массовых спортивных мероприятий. Запрещено приходить на стадион в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Запрещено приносить с собой и распивать на стадионе спиртные напитки. Категорически запрещено курить на стадионе и на крыльце центрального входа. Запрещено использовать взрывоопасные, легко воспламеняющиеся и пиротехнические средства. Запрещено выходить на игровое поле и передвигаться в технических зонах. Выходы находятся по обе стороны от трибун. Запрещено использовать нецензурную лексику, брань, выкрикивать в адрес главного судьи, помощников, игроков обеих команд и других болельщиков слова оскорбительного характера. Благодарим за понимание, благодарим за бережное отношение к имуществу спортивного объекта. Желаем приятного просмотра, позитивных эмоций от игры и красивого футбола. И пусть победит сильнейший. Всем здравствуйте, дорогие зрители! Мы находимся на 11-м туре юношеской футбольной лиги. Наблюдаем за матчем старших возрастов. Сейчас мы прервемся на небольшую паузу, чтобы моя коллега озвучила стартовые составы для зрителей, которые пришли на матч. Представляем вашему вниманию составы играющих команд. Команда России, специализированная школа футбола Якутия, город Якутск, играет в белой форме в следующем составе. Ворота защищает 16 номер Козырев Илья. Игроки в поле. 11 номер Александров Александр. 13-й Бабюк Денис. 17-й игровой номер Узаиров Оскар. 20-й Жирков Александр. 3-й игровой номер капитан команды Абанов Михаил. Номер 7 Киселев Алексей. Номер 5 Климов Иван. Номер 18 Рашниченко Даниил. Номер 22 Ракевич Владислав. Номер 21 Шульгин Глеб. Запасные игроки. Первый номер этой команды Астроев Тамерлан. Номер 4 Васильев Кирилл. Номер 19 Гришин Максим. Номер 14 Кольцов Михаил. Номер 15 Осипов Кирилл. Номер 23 Свешников Семен. И второй номер Тренин Андрей. Главный тренер команды Василий Викторович Кирочкин. Команда специализированной школы футбола Якутия, город Якутск. Команда с школы номер 1, город Комсомольск-на-Амуре, играет сегодня в синей форме в следующем составе. Ворота защищает первый номер Павловин Владимир. Полевые игроки. Номер 6 капитан команды Александров Дмитрий. Номер 9 Останин Сергей. Номер 19 Нарифулин Адам. 56-й игровой номер Ковалидов Максим. 13-й Емельянов Вадим. 20-й Завтранов Иван. 14-й Зайцев Ярослав. 68-й Зумайко Михаил. 17-й номер Москов Артем. Номер 2 Хороший Алексей. Запасные игроки. Номер 10 Азаров Вадим. Номер 18 Богачев Кирилл. Номер 22 Кузин Константин.
Номер 7 Ярослав Ярослав, 66 номер Денежьян Руслан, 30 номер Тищенко Денис и номер 26 Чепизумов Илья. Главный тренер команды Пахилов Виктор Иванович, старший тренер Зала Петр Владимирович. Команда СШУР номер 1, город Комсомольск-на-Амуре. Это были стартовые составы, и сейчас моя коллега озвучит судейскую бригаду на матч 11-го тура юношеской футбольной лиги ШОР номер 1 против спортивной школы Федерации Якутия. Там, если что, я не знаю, или будешь купить паспорт, или будешь на паспорт смотреть. Я не знаю, если что, то прошу. Я же эти паспорт отправили и выпуск. Планирую мероприятие спортивного запаса. Я мне еще пишет обложку. Что обложку чего это выжили? И сюда бросили. Да, с того фланга есть чувак. Сюда он и бросает. Я говорю, оттуда бросал посильно середину. Уважаемые зрители, Да, да, команда судейскую бригаду вот матча. 3 года они играли. Главный судья соревнований Илья Пономарев, город Хабаровск. Первый помощник Шевченко Глеб. Второй помощник Петропавлов Максим, город Комсомольск-на-Амуре. Резервный судья Иван Мартемьянов, город Владивосток. Инспектор матча Катя Евгений Евгеньевич, город Комсомольск-на-Амуре. Что Гусева не вижу. Нет, да? Соревнования проводятся Общероссийской общественной организацией Спортивной федерации по футболу Российский футбольный союз. Соревнования проводятся при поддержке компании «Газпром». Да, Гусева нет, да? Отличный удар Дмитрия Александрова мы могли только что лицезреть. Это не очень не долетело. Лучше, чтобы не долетало. Ну, мы же для отпуска. Да, в отпуске. Про это сегодня и говорили. Чего он не уехал? Длинная передача Сергея Останина на радиус чужой половины. 11 номер Якутии отыгрывается назад на 5 номера. Тот, в свою очередь, отдает передачу на 7-го. Ну, 20-й, блядь, кого держишь? Иди по 17-му. Сергей Останин отдает передачу на Ивана. Ах, серый, блядь. Очень много борьбы. Дмитрий Александров принимает мяч. Капитан команды Комсомольска прорывается по центру поля, обыгрывает он двоих оппонентов. Останавливается и отдает передачу на Ивана. Иван, в свою очередь, не успел он разобраться с мячом и, к сожалению, привело это к потере. Дмитрий ошибается в обыгрыше в центре поля.
обрезая команду. 22 номер команды Якутии. А если быть точнее, то это Радкевич Владислав. Делает отбор и сохраняет мяч для своей команды. Мирошниченко Данил прорывается по левому флангу. Обыгрывает он Ломакина Михаила, но Алексей Хороший подстраховывает его. Тем самым сохраняя мяч. Не давая Даниилу пройти в штрафную площадь. Боковой судья поднимает флажок. Зафиксирована игра вне игры. Нифига дал. Длинная передача в сторону Артема Нуцкова. Артем будет обыгрывать в сторону лицевой линии, но защитник правильно расположился и тем самым Артем нанес удар мимо ворот. Борьба в центре поля. Мирошниченко Даниил дает передачу направо нападающего своей команды, но тот не смог зацепиться за мяч, и Максим Голомидов успел сыграть на опережение. Опасный момент. Мильянов Вадим пошел в стык и заработал заслуженную желтую карточку. Не успел Вадим опередить вратаря команды Якутии Козырева Илью. И тем самым врезался в него на всех скоростях и нарушил правила. Предупреждение получает игрок команды шоу номер 1, 12 номер Емельянов Вадим. Длинная передача Ильи в центр поля. Но команда Комсомольская еще раз нарушает правила. Опасный момент только что был у ворот Комсомольска, но Поварин Владимир, вратарь 2009 года рождения, смог отразить этот мяч и не дал закатиться ему в сетку своих ворот. Василий Валерьевич, приветствую. Слушай, напомни, есть у нас там на стадионе старые баннеры были? Остались, нет? Пока у Комсомольска идет затяжная атака, я могу рассказать вам историю, почему у Комсомольска на Амуре в воротах стоит вратарь 2009 года рождения, младшего возраста. В игре с Владивостоком, с академией Динамо Приморского края, вратарь Алексей Слепков Комсомольска на Амуре получил травму. У него перелом пальца со смещением. Игрок выбыл на 2 месяца, и прошлую игру на воротах стоял Рогозин Никита. Полевой игрок, который отразил пенальти и стал лучшим игроком матча с Благовещенском. Та игра закончилась со счетом 2-2. Как видите, сегодня Рогозина Никита нету в заявке на матч. Поэтому не оставалось ничего, как выпустить на поле вратаря 2009 года рождения. Будем надеяться, что Владимир не испугается старшиков
и покажет все, на что он способен. А пока Комсомольск на Амуре зарабатывает угловой удар. Емельянов Вадим пробежал по правой бровке поля, ближний к нам. И защитник выбил мяч за лицевую линию. Заздравных Иван будет делать подачу. Подача Емельянов Вадим в борьбе выпрыгивает, наносит удар по воротам, но вратарь спортивной школы футбола Якутия смог зафиксировать мяч в руки и не дал Вадиму открыть счет в этом матче. Поджимает Комсомольск Якутию на своей половине. Приходится выбивать мяч Якутии вот таким образом, потому что Комсомольск очень близко, плотно играет с игроками и не дает возможности разыграть мяч. Делать позиционную атаку, приходится выбивать мяч и цепляться нападающим за него. Длинная передача Владимира. Не стал Владимир рисковать, разыгрывать мяч. Он решил выбить мяч в надежде на то, что в центре поля его сокомандники сумеют за него зацепиться и сохранить его. Выбивает Михаил Ломакин мяч у 11 номера команды Якутия, у Александрова Александра. Ладно, Женя, от того, если ты мне завтра не знаешь, я тебе напишу на тебя. Хорошо. На себя? Себе же лишь на. Все слышно. Александров Дмитрий сохраняет мяч. Отдает он передачу на Останина. Отличная стеночка. Зайцев на Заздравных. Заздравных входит параллельно штрафной. Но не входил он в штрафную, Иван. Зарабатывает Иван аут возле углового флажка. Будет водить он мяч. Мирошниченко Даниил разгоняет атаку. Передача на 22 номера команды Якутии. Это Радкевич Владислав. Передача на Даниила обратно. Даниил обыгрывает двоих. Опасно бьет под штангу, под опорную ногу вратарю команды Комсомольска, но не хватает ему буквально метра, чтобы попасть в створ ворот. Разыгрывает Комсомольск мяч от своих ворот. Хороший Алексей делает движение с мячом, переводит мяч на другого центрального защитника своей команды, на Ломакина Михаила. Михаил отдает обратно на Алексея, и Алексей безошибочно, не придумывая, выбивает мяч на Емельянова Вадима. Передача в сторону Нуцкого Артема. Артем должен цепляться за мяч, но 5-й номер команды Якутии, если быть точнее, Климов Иван,
Убивает мяч он. Разыгрывает Комсомольск. Мяч из-за боковой линии. Дмитрий Александров отдавал передачу на Алексея Хорошего. Перевод с левого фланга на правый. Астанин врывается в центр. Пробегает он половину команды. Хотел он выдать разрезную передачу на Емельянова, но не успел. Обыгрывает Александров красиво 20-го номера команды Якутии в подкате. И наносит он удар левой ногой, но успевает заблокировать удар этот. Якуты не дают просто так нанести удар по своей половине поля. Загоняет Дмитрия они под нерабочую левую ногу. Нарушение правил. Комсомольск нарушает правила на Радкевиче Владиславе. Астанин будет водить мяч из-за боковой. Передача на Зайцева Ярослава. Зайцев Ярослав — это однофамилии Зайцева и Ивана. Они не братья, но играют в одной команде. Много Зайцевых в Комсомольске-на-Амуре, и все они любят футбол. Зайцев Иван пропускает сегодняшний тур по причине перебора желтых карточек. Иван набрал за 10 матчей 4 желтых карточки. Тем самым пропускает он игру. Но в следующей игре, в 12-м туре, он уже будет участвовать. Адам Гарифуллин нарушает правила в центре поля. Даже сказал не в центре, а в центре половины. И вратарь Якутии вводит мяч вперед, не придумывая ничего сверхъестественного, спокойно отдает длинную передачу на нападающих своей команды. Очень опасно. Команда Якутии пытается разыграть мяч, но Комсомольск быстро накрывает их и не дает им возможности разыграть его. Мирошниченко Даниил принимает мяч, обыгрывает он троих, но на четвертого уже сил не хватает, далеко он отпускает мяч, но быстро возвращает его Якутия с помощью своих крайних защитников. Лусков отдает передачу на Емельянова. Емельянов на Астанина. Астанин будет отдавать в край на Заздравных. Иван отдает передачу на центрального защитника. И Михаилу надо придумать разворот. Отлично. Он находит Адама, 19-го номера своей команды в центре поля. И Адам разворачивает игру на другой фланг. Меняет фланги Комсомольск-на-Амуре, пытается найти он пространство, зону для атаки. Вот как сейчас, раскачав оборону якутов, Емельянов Вадим вбегал, но вратарь подстраховал.
Ломакина хороший на Останина. Отличная атака, но 20-й номер Якутии не дает просто так Останину пробежать по бровке, делает отбор, сохраняет мяч, дает передачу на 7-го номера своей команды. Тот обыгрывает двоих в своем фланге и простреливает левой ногой, но Я придумал, хотел гол посмотреть. забивает команда Якутия. 3-й номер, капитан команды Якутии Кабанов Михаил забивает гол с углового удара. Не уследила оборона Комсомольска на Амуре за Михаилом. Бежал Михаил и кивнул головой в дальний угол. И пропускает Комсомольск на 26-й минуте матча. В середине первого тайма. Иван Заздравный нарушает правила на своей половине матча. Она ездила в работу, но не замуж хочется. Какой-то геморрой. Емельянов Вадим опускается в центр поля. Скидывает он мяч на Зайцева. Зайцев обрабатывает мяч, передает его на Дмитрия Александрова. Дмитрий переводит мяч на другой край, на Нуцкого. Александров снова у мяча. Длинная передача на Заздравных. Но не достает он мяч. Успевает крайний защитник команды Якутии перехватить его.
Хороший, выбивает мяч на Зайцева, толчок в спину. Забирает Козырев Илья мяч в руки. Будет делать еще одну длинную передачу. Но за нее, к сожалению, никто не смог зацепиться. И Комсомольск будет проводить очередную атаку. Дмитрий Александров почти теряет мяч, но успевает достать его в последний момент и сохранить. Скакивает мяч на его ногу. Адам Гарифуллин отдает передачу на Заздравных. Иван будет входить в штрафную, но 17-й номер Якутии не дает ему сделать это уже какой раз. Ярослав Зайцев наносил удар. В касание с левой нерабочей ноги, но удар у него не совсем получился, и вратарь спокойно забрал мяч в руки. Не ошибаясь. Принимает Нуцков мяч. Ошибается крайний защитник Якутии с приемом мяча. Пролетает мяч мимо него. Обыгрывал Адам Гарифуллин на штрафной площади игроков Якутии. Обыграл он двоих, но до удара дело не дошло, не успел Адам. Замена у Комсомольска на Амуре. Вместо 20-го номера Заздравных Ивана на поле появляется 66-й Тенежьян Руслан. Замена в команде шоу номер 1. Игровой поле покидает номер 20 Заздравных Иван. И на смену выходит номер 66 Тенежьян Руслан. Хорошо побил. От ворот разыгрывает Якутия.
Емельянов Вадим опускается вниз для розыгрыша мяча с сокомандниками. Часто он это делает, чтобы помочь центральным полузащитникам в розыгрыше. Владимир выносит мяч со своей штрафной. Длинная передача Алексея Хорошего. Выбивает хороший мяч. Но под контроль его забирает команда Якутии. Длинная передача 21 номера в штрафную площадь команды Комсомольска, но Поварин Владимир спокойно забирает мяч в руки, без ошибок. Ошибается Максим Голомидов в передаче. Простейшая передача в центр поля, но успевает 21 номер перехватить эту передачу. Одну передачу на 22-го, 22-й входит в штрафную, но Алексей Хороший отличным подкатом делает отбор. Разыгрывает мяч Комсомольск. Длинная передача в сторону Тенижьяна Руслана. Тот, в свою очередь, выпрыгивается, цепляется за мяч. Ломакин. Передача на Нуцкова. Нуцков будет играть 1 в 1 с 5-м номером команды Якутии, с Иваном Климовым. Выносится мяч. Но успевают комсомольчане подхватить его. Продолжают они атаковать, разыгрывать мяч, менять фланги. Принимает Тенижьян мяч. В центре поля ошибается он с передачей. И Нуцков нарушает правила. Станин на Гарифуллина. Хороший, убивает мяч. Очень много борьбы. Александров с мячом. Запускает он Тенижьяна по правому краю. Тенижьян будет обыгрывать 1 в 1 своего оппонента. Разворачивается мяч, скидывает на Александрова. И Александров левой ногой бьет по воротам. Хорошая, отличная передача на Нуцкова, но
Лыцков не дотягивается до мяча. Нет у него таких антропометрических данных, как у Емельянова Вадима. Артем берет другими хорошими качествами. Скоростью, ловкостью, усидчивостью. А Вадим менее. Что за удар наносит Дмитрий Александров? Но вратарь команды Якутии успевает выставить ладонь. Выбирает он мяч. Нарушает правила Кинежьян. Подходит и извиняется перед ним. И получает за это заслуженную желтую карточку. Вот так дебют. Предупреждение получил легенда Руслан, номер 66, игрок команды Шум номер 1. Мирошниченко принял мяч, вытянул на себе, не стал делиться он им, Даниил. Поступил он по эгоистическому, я бы так сказал. Было много пространства, надо было бы отдавать лучше передачу, но Даниил принял другое решение. Он решил ударить по воротам. Не получилось у него, конечно, попасть в створ, но будем надеяться, что Даниил в следующий раз лучше подготовится к удару и нанесет хороший удар. Хороший, сохраняет мяч, давай назад передачу на Поварина, Поварин на Ломакина. Ломакин ведет мяч. Видно, находит он игрока в центре поля. Хорошая комбинационная игра Комсомольска на Амуре. Хорошую игру поставили им тренера. Это Виктор Иванович Панфилов и Савов Петр Владимирович. Играют Комсомольск в интересный футбол. Старается он разыгрывать мяч, а не пинать его вперед. Конечно, бывают ситуации, когда приходится, как, например, сейчас поступить более хладнокровно, выбить мяч и не рисковать. Кинежьян у мяча, разворачивается он назад. Очень опасную передачу он отдавал на Ломакина, но успел Михаил выскочить из-за спины Мирошниченко и взять мяч под свой контроль. Зайцев теряет мяч в центре поля. Вступает он в отбор, вступает Адам в отбор Гарифуллина, Александров Дмитрий, капитан команды. Но не получается у них отобрать мяч сразу же после потери, но 7-й номер команды Якутии прорывается по бровке, обыгрывает он Останина. Переводит мяч на другой край, и тут 22-й номер. Очень опасно. Пытался он пробить, но не получилось у него. Поварин Владимир забирает мяч в свои руки и начинает атаку. Делает Зайцев отбор в центре поля, но не успевают поддержать его тиммейты. Тем самым теряет мяч Комсомольск. Ну и Якутия тоже не успевает распорядиться мячом грамотно. Убивает мяч в аут, а в свою очередь Мирошниченко ловит Останина на ошибке. Собирает он большое количество игроков на своей спине, да, где Алексей хороший подталкивал его в спину, но товарищ судья не стал
прогинаться под игру Мирошниченко и не ставил он, конечно, фол. А тут Луцков прорывается по краю и отдает он на Емельянова, но вратарь Якутии, это Козырев Илья, отлично он сыграл на выходе, прочитал игру, прочитал Артема, забрал мяч в руки. Отлично Артем обыграл оппонента. Нарушение правил. Начинает атаку Поварин Владимир. Первый человек он в начинании атак. Не только у команды Комсомольска, но и вообще везде вратарь. Первый, кто начинает атаку, первый пас идет всегда от него. Хороший, элегантным финтом наказывает Мирошниченко Даниила и садит его на желтую карточку. Предупреждение получил игрок. Делает длинную передачу, хороший. Номер 18 Мирошниченко Даниил. Добавляет главный судья 1 минуту. К основному игровому времени первого тайма добавлена 1 минута. Нарушение правил со стороны команды Якутии. Нарушают они правила на Ярославе Зайцеве. Будет водить мяч хороший. Длинная передача на Адама. Но после удара Адама, видимо, кто-то из защитников Якутии успел чиркнуть мяч. Тем самым заработал Адам угловой удар для своей команды, и будет очередной стандарт. Луцков Артем будет делать подачу в штрафную площадь. Команда Якутии разбегается, но слетает у Артема мяч с ноги. И на этом заканчивается первый тайм.
Продолжаем смотреть на матч 11-го тура ЮФЛ ДВ, как Комсомольск на Амуре дома принимает гостей из Якутии. Спортивная школа футбола Якутия предоставила сегодня такой состав на данную игру. Давайте его прочитаем. 16 номер Козырев Илья, 11 номер Александров Александр, 12 номер Бабюк Денис, 17 номер Гузаиров Оскар, 20 номер Жирков Александр, 3 номер Кабанов Михаил, капитан команды и единственный человек, который сегодня на поле забил гол в сегодняшнем матче. 7 номер Киселев Алексей, 5 номер Климов Иван, 18 Мирошниченко Даниил, 22 номер Ракевич Владислав и 21 номер Шульгин Глеб. На скамейке запасных у команды спортивной школы футбола Якутия находятся Аздоев Тамерлан, 1 номер, Васильев Кирилл, 4 номер, Гришин Максим, 19 номер, 14 номер Кольцов Михаил, Осипов Кирилл, 15, 23 Свешников Семен и 2 номер Тренин Андрей. У команды Комсомольска на Амуре в свою очередь предоставлен состав такой. Поварин Владимир, 1 номер. Алексей Хороший, 2 номер. Нуцков Артем, 17 номер. Ломакин Михаил, 68 номер. Зайцев Ярослав, 14 номер. Заздравных Иван вышел в стартовом составе, но его поменяли на Тенежьяна Руслана, 66 номер. Галамидов Максим, 56 номер. Емельянов Вадим, 12 номер. Гарифулин Адам, 19. Останин Сергей, 9. И капитан команды Александров Дмитрий, 6 номер. Хороший выбивает мяч, идущий в штрафную площадь своей половины на Александрове. Дмитрий нарушает правила, 20 номер команды Якутии. Это Жирков Александр. Отлично Александр проявляет себя, очень симпатизирует мне он своими действиями. Хорошо идет в обыгрыш, если идет, то всегда обыгрывает. В нужный момент включается. Один из лидеров команды Якутии. 22 номер разгоняет атаку. Передача на 21-го. Идем на понижение. Передача на 19 номера команды Якутии. Алексей Останин идет в борьбу, в стык. Ну, 7 номер команды Якутии успевает врезаться в Сергея, не давая ему пройти дальше. Бросает команда Якутии в белой форме из-за боковой линии мяч. Вот она его в игру. Очень много борьбы, последняя минута прошедшая наполняла себя огромным количеством борьбы, хоть тайм только и начался, но борьбы очень много. Тенежьян возвращается в оборону, обыгрывает. Выбирает он мяч у 5 номера команды Якутии и сохраняет он мяч для своей команды. Алексей Хороший прекрасно ставит свою спину. Дает Климову Ивану подобраться ближе к его воротам. Длинная передача на Тенежьяна. Вступает Тенежьян на ногу капитану команды Якутии Кабанову Михаилу.
Игра идет на нашу половину. Сейчас наоборот. Теряет мяч Комсомольск. Не смог Руслан принять мяч Алексея Хорошего. Тактика есть, там собираются, Женька, допустим, приезжает, Сява, блядь, Краснодаре, собираются. Через Новый мир, да? Вдоль путей. Туда кого-то ближе, а мы прямо напротив рыбачили. Пошел. Команде СУ вместо номера 14 бойца Ярослава на поле выходит номер 10 Назаров Вадим. И вместо Гайфулина Дауна номер 19 на поле выходит номер 22 Гусев Константин. Очень опасный момент сейчас соорудила себе команда Якутия. Сделала опасную передачу в штрафную площадь команды Комсомольска. И комсомольчане сами себе чуть не забили.
Азаров обокрал он центрального защитника команды Якутии, разгоняет атаку Александров на Нуцкого. Нуцков будет пытаться обыгрывать Климова Ивана, но не получилось у Артема справиться с Иваном. Нарушает правила команда Якутия на Вадиме Азаровом. С Востоком 5-15. Алексей хороший! Забивает прекрасный штрафной удар. Сравнивает счет Алексей. Прекрасно. Пробивает Алексей в дальний угол. Счет становится 1-1. Выбивает мяч Якутия со своей штрафной площади. Играют они в волейбол. Играют в касание, подбивают свечи вверх. Вот Константин Гусев отдает передачу на Нуцкого. Вышел Константин во втором тайме. Сравнял счет Алексей хороший, 1-1. Гусев отдает передачу на Тенежьяна. Тенежьян обыграл своего оппонента, но терял из виду своего крайнего защитника и
Не успел он обернуться, как 17 номер отобрал мяч у него. Возит Якутия в центре поля мяч. Не получается у команды Якутии сохранить его. Теряет у него. Выходит мяч в аут. Длинная передача на Нуцкова. Дает резаную передачу 21 номер команды Якутии. Сохраняет Ломакин мяч для своей команды. Гусев поднимает голову, отдает зрячую передачу на Тенежьяна. Не получается у Руслана длинная передача переводом на другой край. Он помогает ему сокомандники в этой передаче. Дмитрий отдавал передачу на Голомидова. Хороший выбивает мяч вперед в сторону Азарова и Емельянова. Два Вадима в атаке. В прошлом туре эта парочка смогла организовать 2 гола. Емельянов забил прекрасный гол ударом через себя, сложившийся. А Азаров бежал в нужный момент, в нужное пространство, поставил ножку и занес гол. Это была игра с Благовещенском в прошлый тур, и игра закончилась со счетом 2-2. 2 Вадима забили голы. Посмотрим сейчас, ли поможет им эта пара. Есть передача ближе, рядом с ним минуту так не смотрит, он ему не дает. Вывода вперед, это не надо. Зачем это? Майки для красных цветов. Зачем это? Он должен это ждать. Опасный момент у ворот Комсомольска на Амуре. 22 номер команды Якутии Радкевич Владислав наносил удар по воротам, но не хватило ему точности, чтобы забить этот гол. Пролетел мяч выше ворот. Комсомольский вылезло солнышко. На игре младшего возраста капал небольшой дождь. Сейчас уже тучки чуть-чуть рассасываются и солнышко появляется. Тенежьян успевает, дает им передачу на хорошего Рушина Азарова. У Азарова срезается мяч, и он отдает его оппонентам в белой форме. Длинная передача на Нуцкова. Нуцков должен бежать, цепляться. Но Климов Иван не дает ему просто так это сделать, и Артем вступает в борьбу дальше. Обрезает Александров Климова. Набирает Александров, обыгрывает 11 номера команды Якутии. Отдает передачу.
Замена у команды Якутии вместо 21 номера Шульгина Глеба на поле появляется номер 2 Тренин Андрей. Замена в команде Якутия. Игровое поле покидает номер 21 Шульгин Глеб, и на смену на поле выходит Тренин Андрей, номер 2. Разгоняет Александров атаку своей команды, отдает он передачу внешней стороной стопы на Емельянова. Емельянов цепляется за мяч. Обыгрывает он 17-го номера команды Якутии, зарабатывает аут в сантиметрах от углового флажка. Еще одна замена у команды Комсомольска на Амуре. Вместо 17-го номера Луцкого Артема на поле появляется Чепизубов Илья. Потом вечером Нарушает Сергей Останин правила. На игроке Якутии будет производиться штрафной удар. Даниил Мирошниченко у мяча, будет он пробивать штрафной удар с ворот Поварина Владимира. Ну что, посмотрим.
Опасный удар, но Владимир отбивает мяч, но Михаил Кабанов делает дубль в этом матче и забивает мяч в сетку ворот. Так же, как и у младшего возраста Комсомольска, капитан команды делает дубль. Второй гол в ворота команды «Шор» номер 1 забила команда «Михаил» номер 3. Счет 2-1. Впереди пока команда «Якутия». Так, переводите его куда-то перекладывать. Да он иначе хотел быть, чтобы тянусь. Короче, он исполнил этого Филимонова. Нарушает правила Дмитрий Александров. Дает хорошую передачу на Чипизубова. Пробивает Чипизубов. Разыгрывает мяч Комсомольск. Голомидов. Не получается у Максима подача в штрафную площадь Якутии. Михаил Ломакин приемом из карате выбивает мяч, но первый на подборе парни в белой форме. 7-й номер команды Якутии Киселев Алексей нарушает правила на Чипизубовом Илье. Отдает Азаров передачу на Емельянова. Опять это Бандейка Вадимов. Соорудила момент на двоих. Емельянов пробил, но не смог он. Чипизубов набирает скорость. Пробивает Илья. Но до ворот достаточно много было расстояния и не получился у Ильи хороший удар. Остается 15 минут до конца основного времени. Счет по-прежнему 2-1. Авторы голов это хороший Алексей в Комсомольско-на-Амуре забил штрафным ударом. А у Якутии это один и тот же парень. Это Кабанов Михаил. Центральный защитник забил 2 раза головой. 1 раз с углового.
кивнув в дальний угол, а другой раз на добивании со штрафного, который пробивал Мирошниченко Даниил. Опасный штык. Очень опасно. Нарушает правила. Парни из Якутии. Замена в команде Комсомольска на Амуре. Вместо Максима Голоминова 56-го номера на поле появляется 7-й номер Ярослав Ярастов. 56 номер играет Ярослав, номер 7. Замена в команде Якутии вместо 20-го номера, а именно Жиркова Александра, на поле появляется 19-й Гришин Максим. На поле выходит Гришин Максим, номер 19. Вот смотри, как грамотно. Давай сюда, вот сюда. Ерастов принимает мяч на левом краю. Разворачивает он на Гусева. Гусев дает на Останина. Останин. Ярко Салатов в бутсах принимает решение вернуть мяч Ерастову. Ерастов на Емельянова. Нужен разворот. Останин, длинная передача на Тенежьяна в ту сторону. Очень много борьбы. Нарушение правил. Мы можем заметить, как Алексей Хороший потихоньку начинает перемещаться на свою точку, с которой он забил сегодня уже гол. Если я не ошибаюсь, именно с этой точки был пробит. Угловой, штрафной, извиняюсь, штрафной удар. И Алексей будет исполнять еще раз с этой же точки. Алексей у мяча, удар. Не получилось у Алексея пробить, как в прошлый раз. Зато догоняет Алексей своего оппонента и забирает, сохраняет мяч. Гусев запускает свечу на Емельянова. Мяч у Чипизубова. Теперь у Гусева. Гусев передает мяч на Ярастова. Ярастов.
дай мне, не знаю, так вообще не берет. Падает на поле 7-й номер команды Якутии Киселев Алексей. Держится он за ногу, подтягивает гетры. Хромает Алексей. Емельянов, отличная передача на Азарова. У Азарова не получилось. Вышел Азаров 1 на 1 с вратарем команды Якутии. Не получилось у Азарова. Подача, Тенежнян подает. Борьба, Емельянов, Ломакин. Хороший! Тенежнян бьет поворотом. Блокирует игрок Якутии. Удар Руслана. Михаил принимает мяч. Нарушение правил. 22 номер. Накладкой. Зарабатывает 22 номер желтую карточку. Предупреждение получил номер 22, Аткевич Владислав, команда Якутия. 83 номер. Алексей хороший, снова у мяча. Штрафной удар. Да! Александров Дмитрий сравнивает счет. Счет в матче 2-2. Второй гол. 85-я минута матча пошла. Остается 5 минут. Смогут ли комсомольчане взять игру под свой контроль и забить третий гол и выйти вперед? Узнаем дальше. Константин Гусев пробегает всю оборону. Ярослав Ерастов успевает догнать мяч и Константин Гусев получает желтую карточку за разговоры. Предупреждение получает Гусев Константин, номер 22, команда шоу номер 1. Найдите какого человека, сфотографируйте, потом нам это не будет. Как будто это наш консумачан. Мы не вспомним, у нас какой-то контакт. Михаил вводит мяч со своей половины поля. Будет делать длинную передачу на Гусева. Да, это почту, Останем, не нарушают правила. Получает 23 номер желтую карточку. Предупреждение получает игрок команды Якутия, номер 23, Снежный Семен.
Часов какое-то мероприятие, я знаю. Я помню. Да. Ну что, числится Сами себе. ну, давай на камеру. Штрафной удар. Нарушает правила Михаил Ломакин. Замена команде с счетом 1. На смену оставил Сергей. Выходит Мишенька Денис, номер 30. Борьба в центре поля. Александров выигрывает единоборство. Серия рикошетов. Игрок команды Якутии дает передачу пяткой, но Илья Чепизубов нарушает правила. Тем самым давая поблажку команде Якутии, и они получают мяч опять в свое владение. Ты знаешь, я вот вчера Четыре минуты добавляет главный судья матча. Передача на Тинижьяна. Тинижьян, прострел на Азарова, и Азаров забивает гол. Комсомольск выходит вперед, счет 3-2.
А зараз один, номер 10, становится автором третьего забитого гола в роли команды Якутия. Остается считанные секунды до конца матча. Счет 3-2. Сможет ли Комсомольц додержать счет или даже забить еще один гол? Нарушение правил. Тенезян Руслан нарушает правила на 23-м игроке Якутии. Мирошниченко Даниил залезает под Ломакина Михаила и тем самым нарушает он правила. Михаил не дается ему. Опасный штрафной. Два гола сегодня забили со стандартов якуты. Будет ли третий гол? Сейчас увидим, узнаем. Могу предположить, что последний это стандарт в сегодняшнем матче. Мирошниченко Даниил у мяча. Будет он. Наносит Данил удар. И Владимир. Очень много сумбура в штрафной площади Комсомольской. И мяч выходит за лицевую линию. Главный судья оказывает на угловой флажок. Поварнин Владимир, вратарь 2009 года рождения, только что отбил мяч. Угловой удар будет вводить 17 номер команды Якутии. Подача. Михаил Ломакин первого мяча. И Ярослав Ярастов выбивает мяч в аут. И главный судья встречи означает, что матч закончен. Счет 3-2. Всем спасибо. Комсомольск на Амуре с победой, а Якутии могу пожелать не расстраиваться и собраться